И снова здравствуйте, уважаемые болельщики. Продолжается чемпионат Москвы, вернее, чемпионат Саха-Якутии, я прошу прощения. У нас на очереди четвертый матч игрового дня, вернее, пятый матч игрового дня. Якутск против команды Горный. Якутску сегодня во что бы то ни стало нужно побеждать, но соперник у них непростой. Соперник непростой. И самый опасный игрок в составе команды Горных Филиппов. Играет он по 10 номерам. Я думаю, что Якутск знает, от кого стоит ждать неприятностей, поэтому к Филиппову будет приковано огромное внимание. До этого очень интересную встречу мы с вами посмотрели, уважаемые болельщики. Лично я получил огромное удовольствие. Думаю, что и вы тоже. В концовке матча удалось футболистам Мирного сломить сопротивление Намского Улуса. И они, скорее всего, пробьются в полуфинал. То есть имя первого полуфиналиста мы с вами уже узнали.
И нам предстоит еще узнать название 3 команд. Полуфиналы состоятся уже завтра. А финальный матч и игру за бронзу мы посмотрим в воскресенье. Дальше направо, перехват. Пошла атака в обратном направлении. Удар с носка. Мимо створа летит мяч. Это было весьма и весьма опасно. Футболисты Якутска начинают новую атаку. Дальше направо. Смотрите, какая хорошая разрезающая передача. Вовремя покидает ворота вратарь и угрозу от своих ворот отводит. Продолжается атака Якутска. Сегодня являются номинальными гостями площадки. Мяч в руках у вратаря. Ищет он партнеров свободных. Сбрасывает мяч защитнику. Денис Юрген побежал на скамейку запасных. Якутск готовит новое позиционное наступление. Уже одно поражение на этом турнире они потерпели. Дальше назад. Мяч остается в поле. Снегдокинов. Пас назад. И Филиппов наказывает соперника. Очередной мяч забивает 10-й номер. Уже упоминал я, уважаемые болельщики, этого футболиста в эфире. Слишком зависимы, мне кажется, игроки Горного от Филиппова. Очень много мячей он забивает на этом чемпионате. И вот прямо сейчас, по-моему, там в списке бомбардиров даже возглавляет. И это удивительно, при том, что не так много забивают футболисты Горного. Внизу турнирной таблицы они идут, уже не претендуют на выход в полуфинал, но Филиппов очень приятное впечатление оставляет. И, возможно, после этого чемпионата он получит приглашение в какую-нибудь более сильную команду. Такой вариант сказать нельзя. Видно, что Филиппов футболист молодой, и у него еще все впереди. Мяч в лицо попадает 4-му номеру. Побежал на скамейку запасных. Филиппов пока еще на паркете. Длинные передачи вперед. Кажется, мяч остается в пределах игрового пространства. Новую атаку Якутск начинает. Но вот что удивительно, Якутск очень легко разобрался с командой Намский. 3-0 их победили. Ну, вот это, мне кажется, поражение стало роковым для футболистов Намского Улуса. Из группы они могут не выйти. Но опять же, все зависит от того, как сложится эта встреча. Если сегодня Якутск проиграет, то тогда будет все-таки возможность у Намского Улуса пробиться в полуфинал. У Нерегнского Улуса тоже в активе 6 очков, но они уже остаются за бортом полуфинала. Еще один дальний удар. Угловой. Зарабатывают гости. Подбегает к мячу 9-й номер Максим Рудня. Если не ошибаюсь. Практически в каждом эфире я прошу вас, уважаемые болельщики, поправлять меня, если вдруг я ошибаюсь в произношении фамилии. Но в атаку готовят футболисты Горного. Филиппов назад играет через защитника. Длинная передача вперед. Потеря. И пошла атака в обратном направлении. Попытка удара. Мяч на себя принимает один из игроков Горного и тут же выбивает его за боковую. Продолжают гости владеть мячом. Уже меньше 30 минут остается играть командам. Табло 1-0. В других матчах то же самое было. Горный частенько выходит вперед, но мы с вами помним, чем закончились их прошлые встречи. В игре против Намского Улуса они тоже
повели в счете. Вели 1-0, потом 2-1. Но во втором тайме провалились и в итоге уступили сопернику крупно. Еще одна опасная контратака. Передача в центр. И здесь 14 номер. Не доходит мяч до Иванова. Филиппов назад. Снова Филиппов. Ищет свободных партнеров впереди. Но мяч отдавать некому, поэтому играет через защитника. И снова уходит он за боковую линию. Но вот мы видим, да, там на бровке стоит главный тренер. Он не очень доволен действиями своих подопечных. Горный в позиционном наступлении. А вот еще один дальний удар. Мяч в перекладину попадает. Владеет мячом игроки в синем. Пас налево. 17,5 минут еще играть в первом тайме. Дальний удар. И снова мяч улетает за пределы игрового пространства. Новую атаку начинают игроки Якутска. Якутск, безусловно, приковывает себе огромное внимание со стороны болельщиков. Столичная команда. К столичным командам всегда повышенный спрос. Но мы с вами видим, что не так уж и просто складывается нынешний чемпионат для Якутска. Уже потерпели одно поражение и сейчас тоже проигрывают. И если сегодня Якутск уступит своему сопернику, то тогда, боюсь, из группы им выйти не удастся. Что, безусловно, станет сенсацией. Филиппов. Филиппов назад. Пока не рискует. 10-й номер. Но вот не так заметен был Филиппов в прошлом матче. В итоге Горный проиграл. Ошибка! Спасает свою команду вратарь. Дотянулся до мяча. И в итоге угловой. Так, еще один опасный момент. Мяч в перекладину попадает после удара 8-го номера. Бондаренко выступает под 8-м номером. Снова Бондаренко. Назад. Владеет мячом футболисты Якутска. И снова момент. Там штрафной площади был абсолютно один нападающий под 5-м номером. И он пытался мяч направить в ворота первым касанием. Но он пролетел рядом с правой штангой. Заброс мяча вперед. Филиппов. Здесь внимательно против него действовали. Ошиблись в начале первого тайма якутские футболисты. И сразу за это поплатились. Филиппов. Автор первого забитого мяча. Это информация для тех, кто только присоединился к нашей трансляции. 15 минут остается играть. Передача вперед. Укрывает мяч корпусом один из футболистов якутской команды. Нарушение правил фиксирует арбитр. И это первый фол. За 10 минут игрового времени первый фол. Вот такая джентльменская игра у нас получается. Филиппов. Борьба. Потеря. Контратака численным преимуществом. Передача налево. И удар мощнейший в ближний угол. Надежно играет голкипер. Мяч уходит за боковую.
Продолжается игра. Забирает подбор Филиппов. Бьют ему по ногам. Второй фол в нашем матче. Помогает Филиппову подняться. Бежит он на свой излюбленный левый фланг. Хороший заброс мяча. Но, кажется, никто из футболистов Горного не собирался эту атаку поддерживать. Мяч остается в поле. Ждем мы с вами каких-то более обостряющих действий со стороны Якутска. Команда хорошо себя проявила в первый игровой день. Но что самое удивительное, после встречи с командой Намский Улус, якутские футболисты стали играть намного хуже. Направо. Здесь 7-й номер. Ну, невезонно было, конечно, соперника обыгрывать, тем более там их было двое. Но если бы даже одного обыграл футболист Якутска, то уткнулся бы в следующего игрока. Пока достаточно компактно и слаженно обороняются игроки команды Горной. Это их отличительная черта. Но вот в прошлом матче именно так они и действовали. Отдавали мяч сопернику и контратаковали при любом удобном случае. Снова потеря. Мяч остается в поле. Филиппов к нему тянется. Ведет он борьбу. Останавливает общими усилиями 7-го номера. Еще один удар. Это уже был 23-й номер Алексей Григорьев. Филиппов. Назад играет 13-й номер. Слева. 11 с небольшим минут. Еще играть командам. Хорошее оставление. Серия ложных движений. Дальний удар. Мяч в крестовину попадает. Никак пока не удается взломать эту достаточно монолитную оборону команды Горной. Ну, у других команд тоже проблемы на самом-то деле возникали. И Намский тоже долго пытался найти ключи к воротам команды Горной. И другие команды также испытывали проблемы. И мы видим, что Якутск тоже в этой встрече очень и очень непросто. Филиппов. Снова Филиппов. Переводит мяч налево. Хорошая скидка. Бьет 17-й номер. Мяч в руках у вратаря. Сафронов выступает под 17-м номером. И этот удар тоже был блокирован. Мяч улетел на трибуны. Продолжается наша встреча. Прострельная передача. Забирают подбор гости. Убегают вперед. Сафронов. Быстро у него мяч отобрали. А здесь, кажется, мяч полностью пересек боковую линию. Продолжается наша игра, но ждем мы каких-то более активных действий. Прошлый матч получился достаточно интересным. Много опасных моментов. Да и сам футбол тоже был на достаточно высоком уровне. Ну, как говорится, раз на раз не приходится. Нельзя ждать такого же футбола. И в этом матче не потому, что футболисты просто плохо играют. Нет, конечно, далеко не так. Ну,
все пропагандируют разный стиль игры на этом турнире. Кто-то от обороны действует, кто-то, наоборот, в атакующем стиле действует. Прошлый матч почему таким увлекательным получился? Потому что две атакующие команды встретились. Вот игры Ленского Лоса тоже не получаются зрелищными на этом чемпионате. Я скажу об этом прямо. Была у них сегодня утренняя игра, и она тоже не очень интересной и событийной получилась. А вот матчи Мирного, Нерюнгринского района, да, вот эти как раз-таки матчи получаются очень и очень интересными. Каждый отталкивается от своих возможностей, от своих традиций, от своих предпочтений игровых. Команда Горный выбрала именно такой стиль. Выжидательный. Выжидательно-оборонительный. То есть при любой возможности они будут убегать в контратаке. Филиппов уже на чеку, да, он ждет, когда мяч к нему отскочит, чтобы убежать далеко вперед. Такое уже происходило несколько раз на чемпионате. Но вот сейчас Филиппов ведет борьбу весьма удачно. И вот пошла контратака. Те самые контратаки, о которых я вам говорил. Получает мяч второй номер, делает передачу в направлении Сафронова. 17 номер до мяча не добрался. Контратаки не будет. Великолепный подкат мы видим в исполнении второго номера. Иван Иванов выступает под вторым номером. Такие классические фамилии в составе команды Горный. Иван Иванов забирает подбор и делает передачу в направлении Филиппова. Так, у нас снова технические проблемы, уважаемые болельщики. Простых. Передача. Ну, вот таком готовят игроки в красном. Филиппов. Падение. Филиппов останавливается. Ищет свободных партнеров. 6 минут остается всего лишь навсего играть командам. Мы с вами смотрим пятый матч сегодняшнего игрового дня. До этого были очень интересные встречи. Ну и впереди только два матча. Филиппов! Но Филиппов в данном эпизоде не стал рисковать. Перевел атаку в позиционное русло. 14 номер с мячом. Филиппов. Филиппов ошибается. И пошла атака в обратном направлении. Но сорвал ее защитник. По ногам он получает. И тут же арбитр игру останавливает. Сотрудник медицинской бригады появляется на площадке. Кажется, травма серьезная. Диагонали. Вот сейчас здорово все разыграли футболисты Горного. Очень хорошие атаки сходу получается. Сегодняшних хозяев площадки. Филиппов. Назад. Падение. Кто-то с трибун кричал поактивнее. Ну, действительно, о какой-то активности пока говорить не приходится. 1-0 на табло, и этот счет отображает действительность. Моментов мало. Ну, было попадание мяча в перекладину после удара футболиста Якутска. Было еще несколько неплохих подходов. Были также моменты в штрафной площади Якутска. Пожалуй, это все, что мы можем с вами к этому иначе вспомнить. А вот еще один дальний удар, который тоже можно приписать к опасным моментам.
Якутск в атаке. Пас направо. Сильнее передача и удар сходу. 8-й номер. Отличился Роман Бондаренко. Поздравляем Романа Бондаренко. Наконец-то Якутску удалось забить свой первый мяч. И такой результат абсолютно Намский Улус не устраивает. Я думаю, что футболисты этой команды наблюдают за ходом трансляции, либо они сейчас сидят на трибунах. 3 минуты. Всего лишь навсего остается играть. Назад. Но опять же, только победа может устроить Якутск. Вот прямо сейчас у них 5 набранных очков. Продолжает футболиста Горного сидеть в обороне. Потеря. И пошла сразу же атака в обратном направлении. Подскользнулся 14-й номер. Самый неподходящий момент. Я Васильев выступает под 14 номером. Но в атаку готовят футболисты Якутска. Она становится все веселее и веселее. Столичная команда в атаке. Хороший контроль мяча. Юрчик. На коротке с партнером отыгрывается. Это была обратная передача на Юрчика. Филиппов выбивает мяч за боковую. Других вариантов у него не было. Тайм-аут. Пришло время тайм-аута. В 1,5 минуты. Всего лишь навсего остается играть командам в первом тайме. А вот нам показывают футболистов Якутска. Долго, однако, они взламывали оборону соперника. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И обратите внимание, у 11 номера в руках планшет. Никита Зубарев что-то на нем рисует. Подсказывает своим партнерам, где им нужно открываться. Ну, так часто бывает, когда кто-то из полевых игроков выполняет роль тренера. Как правило, этим занимаются самые опытные футболисты. А вот нам показывают игроков команды Горный. Они тоже общаются между собой. Пьют водичку. Приятное впечатление оставляют игроки команды Горный. Умеют они действовать во вторым номером, умеют контратаковать. В этом мы уже убедились. И у них есть один великолепный футболист. Филиппов на этом турнире играет великолепно. Начинается игра. Хорошее оставление. Прострельная передача. Вновь мяч уходит за боковую. Последняя минута первого тайма. Вот нам только что объявили эту информацию по стадиону. Пас назад. Это Бондаренко.
владеть мячом. Хозяева, перекладина! Бондаренко дубль оформляет. Оказался он в нужном месте в нужный час. Сыграл на отскоке и вывел свою команду вперед. 2-1 на табло в концовке первого тайма. Секунды считанные остаются. Филиппов. Филиппов ищет партнеров. Смещается в центр. Проходит передача на 14 номер. Это Илья Васильев. Васильев с острого угла бил. Передача вперед. А здесь уже абсолютно никого. Первый тайм нашего матча закончился. Давайте отдыхать.
Продолжаем следить за встречей Горного и Якутска на табло 2-1. И этот результат абсолютно не устраивает Намский Улус. Потому что у Якутска прямо сейчас в активе уже 7 очков. И они обходят Намский Улус. В этом случае Якутск пробьется в полуфинал турнира. Расстрельная передача. Мяч в руках у вратаря. Потеря. Суетливо действуют команды. Вы можете со мной не согласиться, уважаемые болельщики, но мне кажется, что в группе Б команды чуточку посильнее. Вот я не удивлюсь, если что в финале будут только команды из группы Б. Ну, сами судите, там Ленский Улус, Усть-Алданский Улус, Среднеколымский Улус, команда Жата и Биноконголасский Улус. Согласитесь, все эти команды очень и очень сильны. Ну, разве что только у Среднеколымского Улуса не складывается пока чемпионат. 3 игры, 3 поражения. 4 игры, 4 поражения. Забыл, что сегодня утром они провели свою последнюю встречу на групповом этапе. Но вот если бы даже Среднеколымский Улус играл, например, в группе А, то, мне кажется, у них бы шансы были бы чуточку повыше. Контратака опасная. Может сейчас получиться у якутской команды. Передача назад. Еще дальний выстрел. Мяч на себя принимает Филиппов. Назад. 39 номер. Хорошо катают мяч якутские футболисты. Но без продвижения вперед. Но вот обратите внимание, как грамотно располагаются близ собственных ворот футболисты Горного. И, как мы видим, возникают проблемы у футболистов Якутска с созиданием. Ну, то же самое было и в первом тайме, но все-таки в концовке первой половины встречи удалось якутским игрокам забить второй мяч. Горный владеет мячом. Атака может получиться опасная. Попадает с внешней стороны. Тенем. Но здесь все было чисто. Филиппов с дальней дистанции бьет. Своего же попал 10-й номер команды Горный. Снова Филиппов. Его второй удар. Мяч мимо створа летит. Продолжается наша встреча. Тенем. Ну, здесь все чистенько было. Видимо, что 13-й номер недоволен решением судьи. Иванов. Мяч фактически дарит сопернику. Направо. Передача вперед. Не доходит мяч
Федоренко. Чем Горный ответит? Филиппов. Вытесняет Филиппова. Приходится назад играть. Владеет мячом хозяева. Перехват. Забирает мяч под свой контроль. 5-й номер. И делает прострельную передачу. Ошибается вратарь. Не угасла на этом атака Якутска. И снова дальний удар последовал. Отбивает мяч вратарь Якутска. Вернее, Горный. Прошу прощения. Павлов. В воротах команды Горный. Но в атаку Якутск начинает еще один дальний выстрел. Мимо створа мяч летит. Направо. Отличная передача. Ну и пока все-таки ощущается более высокий класс футболистов Якутска. В отдельных эпизодах. И такой результат абсолютно устраивает гостей площадки. Филиппов. Ну, обратите внимание, более осторожно стали действовать гости. 11-й номер с мячом движется по левому флангу, а в штрафной никого абсолютно. Поэтому я и утверждаю, что осторожничают футболисты Якутска. Федоренко. А будет ли момент? Хорошо ногой играет Павлов. Бондаренко. Прошу прощения, под 8-м номером он выступает. 2 мяча забил. Нарушение правил. Дениса Юрчика забивают. Денис, конечно, немножко приукрасил свое падение. Юрчик бьет с дальней дистанции. Мяч прямо в руки Павлова прилетел. Атака Горного. И снова мяч уходит за боковую линию. 16,5 минут остается играть командам. Во втором тайме впереди нас с вами ожидает еще 2 матча. Филиппов. Налево. Передача пяткой в штрафную площадь. Забирает мяч в руки вратарь. Назад. Еще дальний выстрел. Потихонечку начинают подбираться к своего соперника якутские футболисты. Хорошее оставление. Отличная передача. И пошла атака команды Горный. Штрафная, обратите внимание, всегда по 2 футболиста дежурят. Но из этой атаки ничего для себя гости не вынесли. А времени все меньше и меньше остается. Якутск ведет с минимальным преимуществом. Этот результат, конечно, им ничего не гарантирует. Фактор Филиппова тоже никто не отменял. Может быть, с 10-го номера еще удастся отличиться. Контролирует мяч хозяева. Накрывает их прессингом. Потеря. Забирает подбор Филиппов. И мощно бьет со своей рабочей правой ноги.
Филиппов. Стандарт зарабатывают футболисты в красном. Филиппов с носка бьет. Забирает 10 номер. Выбивает мяч вратарь. И здесь уже врезается в соперника 14 номер. Все обошлось без серьезной травмы. Якутск в позиционном наступлении. Пока очень усыпляющий темп игры в этом матче. Возможно, на контрасте с прошлой игрой. Эта встреча видится нам не такой зрелищной. В атаку готовят. И, ну и здесь, по-моему, было нарушение. Или все-таки нет? Якутск возвращает себе мяч. Назад. И удар с левой ноги. Стрел. Филиппов первым на мяче оказывается. И делает передачу в штрафную, но слишком сильная она получается. Илья Васильев туда забегал. Но скорости не хватило. Вряд ли бы кто-то вообще успел бы к этому мячу. Даже у Роналду, наверное, бы возникли проблемы. Да что там у Роналду. Килиан Мбаппе тоже, наверное, бы были сложности. Ну, сейчас Филиппов уже с мячом. Пытается Бондаренко обыграть. Да, попытался. Но слишком далеко мяч от себя отпустил. Ну, атаком готовят игроки Якутска. Длинная передача вперед. А здесь абсолютно никого. Мяч в руках у вратаря. Далеко вперед он его бросает. И снова ошибается Илья Васильев. Пас направо. Владеет мячом. Как в синем. Это как раз таки Бондаренко, который забил 2 мяча. Причем очень красивых мяча. Вот игра возобновится. Вот ждем каких-то интересных событий, запоминающихся. Неужели так и доиграют футболисты? Ну, честно, в это сложно мне верится. Может быть, какие-то голы, ну или какие-нибудь хотя бы опасные моменты мы увидим. Ну вот там, обратите внимание, футболисты Ленского Луса уже начинают разминаться, готовятся к своей последней встрече на групповом этапе. У Ленского Луса великолепный шанс пробиться в полуфинал. Филиппов! Мощно с правой зарядил. Вот побольше бы таких моментов. Пас налево. Владеет мячом якутские футболисты. А Горный прессингует. Бондаренко. Бондаренко в центр. Бондаренко нашел на правом фланге свободного партнера. Сам себя под обратную передачу предлагает. Центр сместился
13 номер остановился. Обыграть Филиппова не удается. Надо сказать, что задачка-то это непростая, учитывая цепкость Филиппова и учитывая его умение в каждом эпизоде до конца дорабатывать. Что-то трудоспособный футболист, это в нем, конечно, подкупает. Продолжается встреча. Плотный удар. Мяч улетает за пределы поля. Еще есть шансы у Горного зацепиться за очки. У Горного есть один набранный балл. В матче против Мирницкого они этот балл набрали. Штанга. Штангу мяч попадает. Игра продолжается. И сразу атака в обратном направлении. Филиппов бил близкой дистанции. Второй шанс для Филиппова. На линии ворот, обратите внимание, защитник оказался. Подстраховал он своего вратаря, который бежал далеко вперед. Продолжается встреча. Вот и моменты. Вот и моменты пошли. Их все больше и больше в нашей встрече. Снова потеря. Бондаренко. Гуляют болельщики. Команда Горный уступила Нерюнгринскому району с счетом 6-3. И уступили они Намскому Улусу со счетом 7-3. В лучшем случае могут на 4-е место претендовать футболисты Горного, либо на 3-ю строчку. Иванов направо. Мяч остается в поле. Снова потеря. Вот такой гол. Самый красивый гол, мне кажется, в сегодняшнем матче. 3-й номер. Увеличивает разрыв своей команде в счете. Камашев забрасывает, либо Калашов. Я не могу тут разобрать почерк. Калашков. Иван Калашков. Поздравляем Ивана Калашкова с забитым мячом. Я вам говорил о том, что заявки другие заполняются. Вообще, знаете, такое чувство у меня лично складывается, что доктор заполняет эти заявки. У нас же есть доктор на стадионе. Может быть, на него эта ответственность возлагается. Потому что почерк действительно медицинский. Вот вы помните, да, свои заключения в медицинской книжке, как там обычно доктора их заполняли. Абсолютно ничего понятно не было. Потом пришлось переспрашивать. Доктор, так что со мной, потому что я не разобрал ваш почерк. Ну вот примерно то же самое и со мной сегодня происходит. Действительно, некоторые фамилии бывает очень сложно разобрать. Подбор в центре за
футболистами команды Горный. Владеет они мячом. Филиппов на ближнего делает передачу. Снова Филиппов. 5 минут остается играть команда во втором тайме. На было 1-3. Один мяч сегодня Филиппов забил. Но в том эпизоде грубо ошиблись футболисты Якутска. Мы, конечно, от Филиппова других мячей ждем. Потому что футболист приучил нас к тому, что умеет создавать моменты буквально из ничего. Пас налево. И снова потеря. Пошла атака в обратном направлении. Филиппов на правом фланге. Не замечают пока его партнеры. Еще один плотный удар. Серия рикошетов. Выбивает мяч защитник. Уже на отбой играют якутские футболисты. Такой счет их полностью устраивает. Семь очков тогда будет у Якутска. У команды Намский остается 6 набранных баллов. У команды Горной 1 очко. У Мирнинского у нас получается 7 набранных баллов. У Нерюнгенска тоже 6 набранных очков, но Нерюнгенский будет идти ниже Намского, поскольку они в личной встрече уступили этой команде. Тайм-аут. Тайм-аут берет команда Горна. Ну, такие расклады у нас. И пока команда Намский пробивается в плей-офф. Так, нет, вот в данный момент Мирнинский и Якутск пробиваются в плей-офф. В этом случае уже никто их не догонит. То есть интрига в группе А начинает уже умирать. Мы с вами узнаем, если в случае победы Якутск пробивается в полуфинал. И команда Мирнинский район. То есть Мирнинский район тоже пробивается в плей-офф. Вот такие у нас расклады. А вот в группе Б тоже все запуталось. И там тоже нас с вами ожидают интересные встречи. Направо. Номер. Вставляет мяч партнеру. Хорошая проникающая передача. И смотрите, какой образцовый подкат. Продолжается игра. Пятый полевой появляется на площадке. Горный рискует. Филиппов исполняет роль пятого полевого. Потеря. Пожонглировал мячом 13 номер. Удар с дальней дистанции. Мимо створ летит мяч. Юрчик достаточно отлично действовал.
матче. Точно налево здесь Филиппов. Направо. Попытка прострела. Последние 2 минуты матча. Свой отсчет. Не проходит передача в штрафную площадь. Так, последняя минута уже матча. Ну что, все идет к тому, что Якутск одержит победу, и в этом случае пробиваются они в полуфинал. Поздравляем. Своей задачей минимум они справляются. Вот. Для команды Горный все пока складывается более чем печально. Скорее всего, последнее место они займут в турнирной таблице. Потеря. А вот дальний удар. Достаточно мощный удар получился. Мяч полетел мимо ворот. Держит мяч якутские футболисты. Ну, там все. Якутск пробивается в полуфинал чемпионата Саха-Якутии по мини-футболу. С чем мы команду искренне поздравляем и желаем дальнейших успехов. С вами прощаемся, уважаемые болельщики. Услышимся уже на следующем матче.